Его называют театральным «Оскаром» и признанием в масштабах страны высшей оценкой профессионального мастерства. На этой неделе в Казань прилетела приятная новость. Народный артист Ринат Тазидинов, актер Камаловского театра, удостоился национальной премии «Золотая маска». Человек, который более полувека посвятил татарскому театру. Татарстану эта награда особенно дорога. Когда-то ее на московской сцене получал Марсель Салимжанов, а за вклад в развитие искусства Минтимер Шаймиев. Асу Гусманова спросила у театралов, что это значит для Татарстана и как достаются такие победы. Почти как день сурка, но в приятном смысле. Каждый день объятия и поздравления. И от коллег, и от тех, кто обычно остается за кулисами. Народного артиста здесь любят всем народом и обращаются ласково. Ринат Абый. Мы его очень любим, очень уважаем. Он всегда такой приятный, зайдет, спросит, как у вас дела, пообщается, все расспросит. Главный режиссер заботливо поправит воротник. С директором театра можно пошутить и посмеяться. Труппа Камаловского называет себя семьей. А если так, то Ринат Абый здесь, можно сказать, в роли отца. Все-таки больше 50 лет на этой сцене. Вот если два человека будут спорить, к примеру, да, он никогда не скажет, вот ты прав, или ты. Он скажет, вы оба правы. Причем вы искренне от сердца это скажут, потому что и ты правильно говоришь, у тебя есть правда, и у тебя есть правда. Вы оба, да, действительно. Вот, и как вот вас тут решили? Вот вы оба молодцы. Вот он такой. И он честный, главное, в этом. Вот если так в шутку сказать, он у меня мой муж на сцене. Он... Театральная жена в шутку называет себя народная артистка Наиля Гараева. Помнит самое начало карьеры своего театрального мужа. Молодой выпускник Щепкинского училища сразу стал в театре Камала своим человеком. Каким он был, таким он и остался. Природное его дарование. Это интуиция очень сильная, энергетика сильная. И мы все очень рады, что наконец-то актеру татарского театра, национального театра вручили такую большую премию. Начинаем 21-ю церемонию вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска». На большой сцене большим людям большая премия. «Золотая маска» попадает в руки только золотым артистам и авторам лучших спектаклей. С 1993 года она отправляется в путешествие по городам, в которых живут самые талантливые театральные деятели. В свое время родину награда обрела и в Татарстане. Когда Марсель Салимжанов получил свою премию, председатель Союза театральных деятелей России тогда сказал, что две золотые маски в одной республике, до этого она была вручена Минтимеру Шаймиеву, факт невероятный. И вот Татарстан снова отличился. Еще одна золотая маска. И пополнил ее он, замечательный артист на сцене и простой человек в жизни. Ринат Аревзянович, любитель утренних прогулок по парку. Пока брали интервью, с ним поздоровались как минимум трижды. Отвечает всем приветливо, а про свою награду говорит с улыбкой. Не зря дали, наверное, да. Наверное. Я тоже все-таки неплохой актер, наверное. Скромно сказали вы. Нет, это приятно, очень приятно. Для театра приятно, для республики это приятно. Вчера, что ли, звонил Минтимер Шаймиев, поздравил. И говорит, ну, поздравляю. Мы трое стали сейчас. А ведь когда-то он и не думал, что станет актером. Сегодня, признается, просто петь хотел. Но в Москве набирали молодежь для актерской студии. Щепкинское училище, а в 61-м уже сцена Камаловского театра. Тукаевская премия, премия имени Марселя Салимжанова, звание народного артиста страны. Награды его всегда находили. О театре он рассказывает все с той же теплотой, но не без юмора. Я умираю, меня стреляют, я умираю, лежу. Мне вообще дергаться ничего нельзя. И вдруг другой актер на мои пальчики вот так наступил. Я чуть не орал, но терпел. Вот. Поэтому он потом чувствовал, он говорит, что я не могу ничего, двигаться не могу, ничего не делать. Такие случаи очень много бывает. Siz beni vururken misiniz Melle? Şulay diysen de hata bulmaz. От исторических до остро-комедийных больше полувека его герои плакали и смеялись, жили на сцене, как в реальности. Половину этого времени он возглавлял Союз театральных деятелей Татарстана. О нем и так знали в Москве, и его всегда любили на родине. Самое приятное было, что там, в Союзе театральных деятелей в Москве, театральные деятели меня, наш театр и непосредственно Ринату Аревзяновичу передавали приветы, все поздравляли. Все единогласно. Данный театр
театральная премия, она действительно повышает статус нашего театра не только перед глазами Республики Татарстан, правительства Республики Татарстан, так как они и так нас знают, и мы перед глазами, так скажем, а она еще нас повышает среди российских театров. Театральный «Оскар», как называют «Золотую маску», славу принес не только одному актеру и одному театру. Это успех для всего театрального мира республики. Директор татарского ТЮЗа Мансур Ермиев вспоминает время, когда его актеры делили сцену с камаловцами. Говорит, это самые дисциплинированные артисты. За 3 часа до репетиции тут как тут. Такова она, цена успеха. Я уже со всеми спорю, некоторыми так, вот звания, там, какие-то награды, все камаловским дают. Этим надо гордиться. Поэтому вот эти, которые все его награды, я считаю, очень это заслуженной. Ринат Тазидинов – это артист, скажем, щепкинской школы, хорошей профессиональной оснащенности. Поэтому я даже иногда завидую Камаловскому театру, что у них есть вот эта вот группа, старшее поколение, так сказать, актеров. В конце концов, у нас же ведь не спорт, театральное искусство. Самый главный показатель – это любовь зрителя, я думаю. Любовь зрителей – это то, что у Рената Аревзяновича всегда было в достатке, и то, что дается не просто так. Он продолжает играть и называет театр зависимостью, хоть и отговаривал 2 дочерей пойти по стопам отца. Для кого-то театр начинается с вешалки, а для него – с упорного труда. Думаю, что я счастливый человек, попал на любимое свое дело, и любимое свое дело я сделаю. Все еще, пока еще работаю. Алсу Гусманова, Айрат Мухамедзянов, Игорь Романов и Наиль Абдуллин. Столица. Итоги недели.